Даже руки дрожат немного. Так. Я обращаюсь к вам с письмом, чтобы поделиться своей историей. Мне было всего 19 лет, когда я вышла замуж и начала свою семейную жизнь. Жили в Гагре. Вначале все казалось прекрасным, но со временем я столкнулась с серьезными трудностями. Моя свекровь не любила меня и делала все возможное, чтобы разрушить нашу с мужем связь. Он изменял мне и находил различные оправдания для своих поступков. Сначала он лгал и относился ко мне обычным образом, но последний год совместной жизни он уже почти не скрывал наличие любовниц. Некоторые даже связывались со мной, пытаясь подружиться. Вдали. Я не всегда могла работать, и содержание нашей семьи полностью лежало на плечах моей семьи. В ходе обычной ссоры мой муж впервые поднял на меня руку, и это повторялось не один раз. Я молчала в течение года и не могла рассказать родителям. Я боялась, что раскрытие правды сделает меня слабой или плохой, и не хотела позорить свою семью. Но насилие не прекращалось. При каждой ссоре он мог ударить меня по голове, бросить в меня предметы, ударить головой о стену и даже бить ногами. Когда появлялись синяки, мои родители однажды заметили их, но я вывернула историю так, чтобы они подумали, что я просто упала. Я чувствовала себя беззащитной и безнадежной. Я не хотела, чтобы подтверждались слова моей семьи о том, что за него не нужно было выходить замуж. Я искала силу или подходящий момент, чтобы рассказать моим родителям правду. В этом браке я очень повзрослела. Мне казалось, что моя жизнь окончена и что я никогда не буду счастлива. Муж и свекровь убеждали меня в этом, оскорбляли меня и внушали комплексы, с которыми я борюсь до сих пор. Я хотела подчеркнуть, что никогда не нужно молчать. Это не стыдно, как я думала раньше. Эта история может привести к ужасной трагедии. Я прошла через ад, живя с двумя монстрами, которые физически и морально уродовали меня. Однако в определенный момент я поняла, что моя история брака должна закончиться. Хоть это и звучит ужасно, и может показаться эгоистичным и глупым, у меня было несколько попыток суицида в этом браке, и одна из них почти удалась. Вспоминать это страшно. Мы развелись, но до сих пор я слышу только оскорбления в свой адрес и не получаю никакой поддержки в воспитании и содержании детей. Если честно, неприятно, конечно, такое вообще читать. Но самое страшное, мне кажется, в данном случае то, что я больше всего уверена и понимаю, что эта девушка не исключение, исправила, и, к сожалению, таких семей и таких ситуаций очень много в нашем обществе. Абсолютно вот какой-то культ мужчины, при всем моем уважении к мужскому полу, я его очень уважаю и люблю, но в нашем обществе, по крайней мере, это как-то всегда оправдывается, всегда считается нормой, скажем так, сходить налево, не знаю, там, даже ударить и потом, к примеру, оправдаться на следующее утро и сказать, что там, прости, там, я погорячился, к примеру, там, или как-то так. И самое страшное то, что большинство женщин у нас считают, что это как бы окей, ничего страшного. И не только у нас, на самом деле. То есть, мне кажется, это не что-то из ряда вон выходящее для большинства, хотя это страшно. И это абсолютно, как бы ненормально и неприемлемо. И один немаловажный такой нюанс, это то, что я, как поняла, в этой семье присутствуют дети. И тоже, что, наверное, вообще самое страшное во всей этой ситуации, это то, что эти дети, они были свидетелем всего происходящего.
Потому что даже когда родители за стенами, не знаю, наглухо закрытыми дверьми они скрывают, дети все равно всегда чувствуют и считывают вот эту накаленную, тяжелую энергетику, этот воздух, который можно резать просто, независимо от того, как мы скрываем от своих детей в наших семьях наши проблемы, они впитывают это все. Они пронизаны этим всем при любом раскладе. Тут она пишет, что ей было 19 лет. Черт возьми, это очень рано. Просто дайте себе возможность сформироваться. Просто понять, кто вы, что вам нравится и не нравится, с чем вы можете мириться, с чем вы не можете мириться. И создать для себя ту опору и спину, фундамент, который подразумевает работу, профессию, какой-то, ну не знаю, определенный бэкграунд, с которым вы уже не одна, понимаете? Это очень важно.